qopqasın, aşasın, yabasın, meni bilen baribir yanımda qalasın. Примерно так, наверное. Yabasın, men bilen baribir yanımda qalasın. Bexitim qopqasın, aşasın, yabasın, meni bilen baribir yanımda qalasın. Действительно, мы здесь проводим много времени. И ночью это может быть, и в 5 утра проснулись, вспомнили. О, И очень удобно, кстати, студия. Вот вышел во двор, прополол грядки, а потом сразу Нет, песню кстати, записал. очень многие спрашивают, зачем вы же записываетесь у других людей? Мгм. То есть в профессиональной студии, зачем вам как бы у себя студии возможно записывать? Удобно же, на самом Это деле. такая экспериментальная это. На самом деле, вот сейчас мы песню попробовали. Надо сказать, что не все песни, то есть вот мы получили песню, спели и выпустили. Нет, есть песни, но очень много песен, которых просто не вышли. Ну, просто не нравится, не идет, не по душе, и они такие нам много остаются. присылают песен, которые выходят, остается. Они прошли все этапы, все значит, этапы, да? да. Мы А выпустили какие альбом. это этапы? Вот смотрите, вот автор отправил, он вам отправляет с аранжировкой, да, получается? Или как? Или только Нет, текст? аранжировка. Или Разные только варианты. мотив? Вот как? Все по-разному. Условно, Гузаляпай, привет, слушай, кильче, яннама. Вообще Да, по-разному вот. отправляют. Кто-то Вполне. вообще просто напел, на, вот отправил. вы уже тебе там нравится? Я говорю, на да, ранж. нравится. И мы начинаем давать уже на аранжировку, уже доделывать песню. Сколько таких авторов? Они по стране или только в Татарстане? Или... Сейчас же WhatsApp есть, на WhatsApp отправляют откуда угодно. Мы даже с Казахстаном работаем. За рубежа даже Международный отправляют. То есть уровень. Наши аранжировщики у вас в Казахстане есть. В общем, мы не ограничиваемся. Но вот здесь есть непосредственно переплетение и вашей личной жизни, да, и тоже, и творчества. Одно без другого не может быть. Вот хотелось бы вот историю первой вашей встречи, вот этой искры. Увиделись впервые в Набережных Челнах. До этого я Гузель только слышал. А я его По один радио. раз видела на сцене. Да. Но он меня не видел. Мгм. То есть, а встретились мы уже в Челнах. Перед выездом на большой тур Салавата Фатхадинова нас пригласили. Альдар уже был в группе, у них работал. А меня как приглашенную певицу, я, в общем, приезжаю в Челны, и мы у подъезда, они, значит, выходят с другом, а я захожу в это здание, и мы как раз... А если внизу вот встретились. вспомнить, вот как говорит, это любовь с первого взгляда или это дружба, такая вот, ну, как дружба, да, между мужчиной и женщиной? Есть вообще дружба? Нет, искра сразу была, наверное. А, я сразу? так думаю, да. Я То есть думаю, это... да. И у вас, и у вас. Ну, Я-то его видела, а А. он меня впервые увидел Ага. там, в Челнах. Он еще... Мы поздоровались же. Со мной поздоровался его друг. Ага. потому я-то что- вообще друга-то не я понял, его что она знала. заходит. Я не понял. Он Ну, бы и девушка не- зашла. Он позже мне Да. сказал, и ты, говорит, Гузель разу. Я говорю, я даже не разглядел как бы Мгм. особо, Да. поэтому... Я просто поздоровалась и пошла дальше. И, в общем, я прошла, они уже пошли с другом куда-то сходили и обратно вернулись. Не куда-то, я джинсы купил. До сих пор вспоминаю. Были же А эти открытые джинсы у нас рынки. до То есть сих они пор есть. всю зиму торговали прямо. То есть палатки такие, все заходишь и там уже прям примеряешь и покупаешь. На картонке. На Я стоял На на картонке, картонке? кстати, да. в На Ямале. следующий день Мгм. как раз мы уже сели в автобус со всей группой и поехали. Первый город у нас Фелисити. Ижевск был. Тур на самом деле был 10 дней. У нас общение продолжилось здесь, в Казани. Созванивались, встречались. Вот. В общем, ну, и на самом деле, сколько прошло? Наверное, месяца 3-4 я сделал предложение Гузель перед Новым годом. Что двигало? То есть сейчас ведь не торопится жениться. Ну, на самом деле, когда я приехал в Казань, но у меня никаких планов в ближайшее время. То есть, Ну, конечно, вы завести семью дискотеки не вели, было. вы музыкой занимаетесь, Ну, впереди шоу-бизнес. Да, я свободный мужчина, как бы и не планировал вроде бы, но вот я влюбился, понял, что это мой человек. А вы Я- ожидали, что на 4-й месяц уже с кольцом придет? Наверное, возможно, я ожидала, А, потому что, мы же общались. Уверена была, да, правда? Нет, не уверена, конечно, была. Но все равно, сердце-то чувствует. вот вы сразу доверились, что вот ответственный парень, да? Или вот какой был Ильдар Хакимов? Я видела, как он общается, как он говорит,
какие у него планы. Я же понимаю, о чем мы общались, да, и я понимаю, что он человек вообще настолько жизненный, опыта много, да. Я действительно понимала, что если даже с этим человеком я пойду дальше по жизни, что мы точно не пропадем. О, Я был, ну, как бы в ней уверен. То есть вот этого времени мне было достаточно, чтобы ее распознать и принять это решение. Это ответственное решение я принимал лично сам. Дальше, естественно, после того, как я сделал предложение руки и сердца, и после этого мы поехали уже показывать. То есть у меня тут такого не было. Типа, вот, посмотрите, вам нравится. Нет. Я просто привел, сказал. любите. Это моя будущая супруга Гузель. И вот как раз я хотела добавить, незадолго до нашей встречи я ездила в Крым снимать клип. И со мной произошел такой случай. Во время съемок клипа я должна была лежать русалкой на камнях, и тут вода, значит, переливает, то есть омывает вот этот вот камень, да. Я лежу русалкой, и вдруг тут в 4 ночи эти съемки происходили. Ко мне подплывает, значит, такой поплывок такой большой. Так. Ну, первое мое, значит, впечатление – акула. Я Страшно. испугалась, и я в съемочной бригаде, я говорю: Тимур, здесь акула. Они такие: где акула? Здесь не водятся акулы. Ну, в общем, они все это увидели, попытались это все заснять, значит, поплавок обратно к нам подплывает. Ага. А вы повзаимодействовали? Ну, конечно, достать я его... Не гладила? Нет, конечно, я уж не осмелилась. Я же Но это была не лежала. акула. Это Нет, был... конечно, это был дельфин. А мне говорят, дельфины так близко не подплывают. Но я не знаю, как этот дельфин там осмелился. Ну, прямо рядом со мной проплывал. Это какой месяц был? Это был месяц июль. Вот как раз я собирался. А в июле, оказывается, Ильдар с Уфы уже собирался в Казань приезжать в это время. И мне говорят съемочные группы, девочки там: ой, Гузель, ты знаешь, это же не просто так, это не просто случай, это какой-то знак большой. Говорят, это какая-то твоя любовь, скоро ты кого-то встретишь. Буквально как приехала, я 10 августа оказалась уже на первом концерте ихнем, и я уже Ильдара там видела. Ну, это буквально 10 дней там разницы. И вот, Ну ладно, если это случайности, может, не случайно. Вот я поверила и до сих пор Как будто вспоминаю. предначертано прям, Да, да? я вспоминаю эту красивую историю этого дельфина. И это был Ильдар. У него еще своя история, как он вообще попал в Казань. Это же просто невероятная история. Ну да, Как кстати. он опоздал на электричку и просто случайно оказался на студии. После этого он Меня попал. разделяли Да. 15 секунд, 10 секунд. До То есть, встречи. Если 15 Ага. секунд я раньше, я бы заскочил просто на Уехал электричку бы. и Ага. уехал В бы так же. деревню он бы, наверное, не приехал в Как Казань. я остался на перроне, я позвонил знакомому, поехал к нему на студию. Фарваз Кендигулов, мой земляк. Мы с ним посидели, он говорит: ты сейчас куда? Я говорю: никуда. Это уже вы в Непонятно. Казани были? Нет, зачем? А, Это правильно. в Уфе. В Уфе, ага. В Уфе, да. И, соответственно, он говорит: у Салавата же концерт, давай, может, сходим, ну, пойдешь на концерт? Я говорю: с удовольствием. То есть вот мы пришли, а там зашли, и я увидел еще одного земляка, Альфреда Якшимбетова. Вот, он начал расспрашивать, откуда. Я говорю: вот я Альшейский. Он такой: о, земляк, значит, что делаешь? Я говорю: ну так вот, говорю, учусь в училище. То есть, а что, поешь? Я говорю: ну да, пою. Может, спой что-нибудь? Я такой думаю: ну что терять? Ты взял, спел песню. Он такой: о, давай пойдем к Салавату Закичу. Вот, познакомились. И Салават Закич говорит: я открываю здесь кафедру, давай приезжай. Мы, представляешь, да, то есть вот, ну, Сам буквально... Салават Закич. Да, а факт в том, что, понимаешь, я должен был успеть. То есть И уехать в деревню. автобус, На 101 выходные. маршрут с остановки Пушкина, училище искусств, 101 маршрут, он как бы вот прямо спускался. На тот момент мы подъезжаем, и он раз уходит направо. Я такой подбегаю: а куда мы? То есть, ну, как бы я опаздываю практически. И он уехал в объезд. То есть там кто-то ремонт делал, да, и все. То есть получается вот эти
Доли секунды, секунды, да. и решили мою судьбу. То есть, опять-таки, можно подумать, что это случайно. И вы Хотя тогда вообще- знакомитесь с Салават Закиевичем, получается? Да. Ну, это тоже такой, такой Ну да, судьбоносный да, да. очень. А вот величина, да, Салавата Фатхетдинова на тот момент для вас, будучи, что вы студент, это вот вообще... кто он был на тот Салават момент? Закиевич для нас был, я не знаю, Музыкальный отец, можно так сказать? даже, наверное, больше. И потом он говорит, все, Казань. Да, он говорит, я открываю. То есть, вот, открываю Но кафедру. вы, получается, в Уфе не доучились. В Уфе нет, Ага, не вы доучился. забрали документы и- Я с училища, я как раз... Насколько был авторитет, да, что вот аж... Ну, на самом деле, вот я говорю, никаких планов в Татарстан у меня не было. Мгм. То есть я как бы учился, жил, и случайно так вот получилось. И как раз вот в июле месяце я собрался и приехал поступать. Вот, и, соответственно, сколько? И август-сентябрь, 2 месяца я Гузель не видел. В октябре я уже с Гузель познакомился. Мгм. Вот, и... А там дельфин. там А дельфин был как раз вот в июле. Да. Как раз он Да, там да. опоздал. Вы своего рода творческие вахтовики. И дома часто не бываете в этом плане, вот как успеваете, да, вот это все совмещать, получается ли совмещать? Не остается вот какой-то долг внутри, то есть вроде бы все понимают, но вот, а вот как Это у вас вот внутри? сейчас как наступить на самое больное, наверное. Вот честно скажу, конечно, сильно сложно. Это очень сложный момент для меня, как для матери, в первую очередь. Вот понимаючи оставлять детей, да, уезжать, но все это с пониманием к этому относятся, дети, но и без помощи родителей, конечно, это было бы невозможно. Вот поэтому мы стараемся делать не совсем длинные туры, по 10, по 20 дней, и скорее возвращаться домой, а иногда мы и берем их с собой, Да, кстати, на это ведь- концерты, они даже изъявляют большое желание выступить с нами, поэтому это вот на волне понимания все это идет. 4 детей. Как вы решились на 4? У нас было 3 в семье. Ильдар, и Ильдар в семье тоже, их 3 детей, он самый старший, и я тоже самый старший, у нас 3 детей. Даже с той точки зрения мы всегда думали, что у нас все-таки, не один ребенок будет, у нас будет больше детей. Сейчас бытует мнение, что, в принципе, вот, условно, детей воспитать, это, что-то большое, сложное, да, вот, ваши отношения. Мне понятно ваши отношения, но вот, может быть, обращение вот к этим молодым ребятам. Вы знаете, раньше ни стиральных машин не было, ни электричества не было. Вот вы представляете, даже когда я росла, я ходила на колонку, набирала воду в бочку, затем тащила это все до бани. У нас была баня на 2 семьи. Грела там воду с кипятильником на 10-литровое ведро. И после этого я стирала сестренке штаны, и мы выросли втроем. И вы знаете, ничего в этом не было плохого. Вот все мы выросли, мы знаем, что такое труд, мы кипятили, знаем, как работает кипятильник, вообще как баню затопить. Мы все это понимали, выросли, и все счастливы, все здоровые, Аллаху шукр. А сейчас есть все. Что позволено в семье Хакимова-Уразовых, да? Что табу? Вот давайте по полочкам. Значит, если это касается гаджетов, да, мы не разрешаем пользоваться гаджетами более часа в день. То есть у них есть время, вот час, они могут пользоваться. После этого телефон просто блокируется, Да, например, у нас родительский контроль на все сайты, которые они могут попасть. Все поучительное, все познавательное, только это можно. И час в день. Затем, без нашего разрешения, дети не выходят из дома. То есть, если даже они идут на прогулку, они идут в сопровождении, да. Если идут в школу, тоже в сопровождении, поэтому... Ну, это элементарная безопасность. Это элементарно. Да, это распространяется на всех детей. Даже на Иларе. Даже на Иларе, да. Но конфеты, даже если ты скажешь «нельзя», это уже Не работает. не работает. То есть сладкое Тем более позволяет. наши зрители, как их любят, на концертах столько сладостей, очень много подарков приносят. Конечно же, мы их привозим, говорим, что надо по чуть-чуть это все кушать, но тем не менее это тоже не работает. В общем, они даже как-то ждут вашу машину, да, видимо, когда вы приезжаете домой, и как-то летят не обниматься, а в багажник. Да нет, они первым обнимут, потом скажут, а что вы привезли? И все, там по коробкам.
Говоря вот про семью, да, есть добрый полицейский, есть такой, ну, суровый полицейский. Вот, во-первых, вы дома кто? Хороший или плохой полицейский? И плюс вот кто чей ребенок, да, то есть вот есть же мамина дочка или папина дочка. Вот давайте вот по каждому. Но я считаю, что вот говорят, что метод кнута и пряника, Ага. то есть папа кнут, мама пряник, это тоже неправильно. Но это мое личное, Так. сугубо мое мнение. Почему? Объясню. Потому что у ребенка не должно как бы возникать такой вот, ну, боязни какой-то, да, негативного Мгм. отношения. Сейчас папа, сейчас там только. Нет. Ребенка одновременно нужно и любить, и правильно воспитывать. И Ларри, она вот больше, ну, я не знаю, за советом, может, вот кому обращается? За советом больше- сейчас она больше к маме, конечно, Ага. обращается, Вы раньше же ко с ней И мне. подруги. возраст. Я говорю, если кто-то тебя не поймет, я тебя всегда пойму. А вот Честно признаю, что то, что она тебе раскрывает, то, что она тебе рассказывает, это здорово. да, Потому Ну, что она если- же, наверное, менялась в зависимости от возраста. Там, конечно, там она 7, менялась. 10 Раньше лет. она- были 15. моменты, когда она Да. все-таки не договаривала. Ага. это вот, Сейчас мы Как понимаем. решили вот этот момент, то есть как пережили вот этот кризис подростка, да, когда я все могу сам, я хочу. И был такой вообще? Был момент, было Вот серьезный моменты момент, это вот были, как раз 14 лет, но мы 15 лет. пытались как-то безболезненно все это переломить, понять ее, как бы войти в ее положение, затем быть для нее другом. Ну, друг дальше друга идет, понимать. дальше Дальше идет идет Камила, да. Камила больше сейчас к отцу тянется, Ага. но я не знаю. Как это проявляется? Вот то, Как-то, что тянется? ну, она все время хочет, чтобы он ее приласкал. Ну, я обнимаю, Да, он она всё у меня время сидит на коленях, я Ага. ее там замочка по головке, ну, яратамин А да на меня. записях Я они вот, вот вместе. пока она опять не выросла сейчас, как и Ларри, я меня не ратуп халасым келе, понимаешь? да? А вот Самир какой? Самир ведь очень интересный, насколько я понимаю. Это еще тот Самир, человек интересный. Ну, он очень рано научился разговаривать. Мгм. Рано повзрослел. Сколько это рано, вот? Ну, год и 3, Мгм. он уже там папа, мама дают что-то Мгм. такие вещи, да. Он все время уделяет мне внимание. Даже если я на гастролях, он мне звонит Так. периодически. Почти каждый день он мне звонит, спрашивает, как у меня дела. Если он где-то там увидел или кто-то показал, как мы выступили, он говорит, ты вчера такая красивая была. Ну, комплименты еще делает мне. В общем, Какой он такой галантный мужчина. внимательный А очень, так да. может, ну потому что это сын Ильдара Хакимова? То есть это как-то вот, видимо, Однозначно. может, он копирует поведение, вот это как? Однозначно, да. Я буду ее любить. Она словно белоснежка. Когда я ее вижу, на ее свете появляется свет. У нее глаза роскошные, голубые. Я просто не могу отвести с нее взгляд. Даже когда ее нету рядом со мной, я всегда буду о ней вспоминать. Я буду любить ее, даже когда она состарится. Ильдар, вот это воспитание. Вот это Ну, настоящий мужчина. Да. Мы же не говорим ему, так напиши, там, так сделай. Да. Мы просто видим в ответ детей вот такие вещи, и, конечно, душа наполняется действительно. Спасибо тебе. Ну, Ариану тоже нельзя забывать. Хоть Нет, пока она еще не конечно. сформировалась как личность. Да, она уже начала бегать у нас. В общем, вот эти все... Все, что мы видим дома, бегают дети, это для нас такое счастье. Мы даже когда вот встретились, я Ильдару говорила, что... Я говорю, вот ты увидишь, у нас будет большая семья. Даже когда вот он удивлялся все время, почему ты так говорила? Я говорю, ну вот так представляла. 4 детей, отличное хозяйство, прекрасная работа, успешная работа, я бы сказал, да. Я сейчас говорю все фактами, это не преувеличивая, на самом деле, правда. А как удается все эти годы держать себя в такой прекрасной форме? Ведь Гузель Уразова 20 лет назад – это добрая пампушка, можно так назвать? Чуть-чуть, Да, чуть-чуть. Я Не действительно... оскорбляет? Нет, я действительно... Я вот смотрю сейчас... я люблю поесть, я большой. Я тоже люблю поесть. Но при этом вы, вот, я не знаю, это, наверное, 42 или 44 размер. Как получается? Моя гордость Я знаю, что 42-й. есть марафоны у вас. Вот давайте вот об этом Да, поговорим. марафон есть. Действительно, когда я забеременела на 4-ю Ариану, значит, я сразу заранее запланировала, что из этого состояния, Надо когда быстро выходить. надо будет быстро выходить и восстанавливаться, и заранее я планировала, что я и раньше хотела какие-то марафоны устраивать, а тут по случаю уже получилось так, что
И моя команда была готова уже к этому. Все меня поддержали. И мы вот с моими диетологами, с Что это нутрициологами такое? пошли Это на комплекс этот упражнений, марафон. это отказ от еды какой-то, да? Ну, то Нет, есть, нет, у нас как это- никакого как отказа, правильно? у нас пятиразовое питание, просто из продуктов ПП. Значит, мы готовим все, даже мы оладьи делаем, и второй, и первый готовим. Ну, все просто салаты. из других... Да, все просто ингредиенты и состав. Отжимайся, прям отжимайся. Покушать. Все. В какой момент вы поняли, что надо спортом прям заниматься? То есть это так жить нельзя. Ну вот ты знаешь, ты так говоришь, как будто я каждый день спортом занимаюсь. Я действительно это делаю 3 раза в неделю. Не напрягаясь абсолютно. Я себя там в Но какие-то результат-то рамки... налицо. В какие-то рамки я себя не вгоняю. Просто у нас есть 3-недельный вот этот вот марафон, программа. И там по желанию те, кто хотят похудеть, действительно иметь результат, если это проделать хотя бы 2 раза в неделю, уже будет хороший результат. Я не готов. Что, серьезно? Да. Мне подались. Я сейчас уже как лист осенний на ветру.